Развивать сельское хозяйство в Северной Осетии необходимо с применением инновационных технологий. В условиях малоземелья это может стать ключевым фактором для достижения успеха, утверждает Таймураз Мамсуров. С рабочим визитом на агропромышленном комплексе «Октябрьский» побывал глава Северной Осетии. Ему показали мясокомбинат, ферму, завод по производству биоудобрений из отходов. В ближайшем будущем появится элеватор и комбикормовый завод. План развития комплекса предусматривает выход на полную мощность за 5 лет. Строительство велось 1,5 года. Большая часть комплекса уже запущена. Начальный объем вложений составил 600 миллионов рублей. На сегодня руководство АПК рассчитывает получить кредит в размере 250 миллионов для запуска элеватора. Дальнейшее развитие по планам будет вестись за счет оборота предприятия. Общий объем инвестиций составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Таймураз Мамсуров остался доволен осмотром мясокомбината и фермы. Теперь тот, кто будет где-то у нас в Осетии пытаться что-то подобное сделать, он вынужден будет сделать или так, или лучше, потому что хуже уже нельзя делать. Это тот случай, когда власть реально помогает, а люди, которые приходят к власти за помощью, реально понимают, что может сделать власть, а что я должен сделать сам, включая брать на себя риски. Вот тот, кто этого не умеет делать, ему нечего делать в бизнесе. Мясокомбинат МИД-Эко производит 15 видов наименований, и это число будет расти. В основе производства высокие стандарты качества. Предполагается довести объемы выпуска мясной продукции до 10-15 тонн в день, а к концу года удвоить производство. На ферме постоянно находится 500 голов откорма. Отходы из жизнедеятельности попадают на перерабатывающий завод, работающий по уникальной для Осетии методике. Помимо мяса будут производиться биоудобрения. Это уникальная вещь, есть на это соответствующая технология. Мы эту лицензию купили для себя. Вот, и будем производить товар соответствующих органических удобрений. Кроме того, мы будем его у себя тоже использовать. За счет биоорганизмов они будут перерабатываться. И будет вырабатываться, или перерабатываются, можно так сказать, оно тоже практически уже работает, где будет выходить и получаться биогумус и концентрированный почвенный раствор. Это органические удобрения. На агропромышленном комплексе трудится 80 человек. В будущем штат расширится до 250. Оплата труда достойная. На сегодня ведутся переговоры с рядом крупных сетей страны о поставках продукции на прилавки. Все строгие проверки мясокомбинат с успехом прошел. Важно отметить, что для Северной Осетии предприятия предлагают готовую продукцию по льготным ценам. Рая Дзантьева, Тимур Мазаев, Заур Цеов, Осетия ТВ.